Это Чешме близ урочища Та-Шаир, популярное среди туристов и жителей Крыма место. Источник расположен в красивейшем уголке Качинской долины, близ села Кожды-Гырмен, в устье ущелья Та-Шаир. У источника несколько названий, одно из которых Земзем-Суо, то есть вода Земзем, зафиксировано на топонимической карте Игоря Белянского. Очевидно, родник называли так по аналогии с почитаемым мусульманами источником, расположенным в Мекке, из-за вкусной воды. Есть 3 родника Та-Шаир, 2 из них бьют выше в горах. Самый известный – Нижний, оформленный в виде чешме, которое было установлено местными жителями. 90-cı yıllarda bu yerde de var idi. Mınasa çeşme, su keleydi. Betolu bir duvar yapkarlar ve demirli azbesttan trubalar tıkıp su var idi. Son 2000'ci yıllarda su kayıp oldu, yok oldu. Onda da bütün bu yeri çöplük doluydu. Тогда Айваз Усманов решил восстановить родник. Всей семьей они расчистили участок, вывезли много мусора. 3-4 gün biz 4-5 adam olup kazma başladık. Bu yerden kazdık kayacı. Kaya tubundan su gelmeye başladı. Demek bu su dereden değil. Bu kayanın çatlak yerinden kondensat olup берге düşüyor aşağı gelip bunda. Поначалу Усманов соорудил простой родник, чтобы люди могли набирать воду. Затем установили тарапан – каменный ящик. Позднее Айваз Усманов решил поставить здесь традиционное чешме, чтобы источник воды стал еще и достопримечательностью. Были разработаны несколько вариантов проекта, из которых был выбран проект придорожного чешме. Хан Саранен sık biz konuşaydık. Şükrü Seytumerov, Alexey Gayvaronskiy. Çok suğularken Petrov da iştirak etti, konsultasiya verip yapmaya başladım kardeşimle, Sergey kardeşimle. Beyaz taşları özüm benze bıçkınen bıçaydım, ölçep. Sonra Renard da geldi ballarla, yardım teklif ettiler, evet, razı olduk. Bir gün o çeşmesini öyle test koterdik. Son halganı da o beyaz sementle taşların araları dülberligi endi özümüz yapıp bitirdik. Первоначально цель была все-таки дать людям воду, потом обращать внимание на эстетику. Поэтому в ход шли самые простые материалы. Естественно, какой-то прообраз формы, соответствующий неким историческим нашим формам традиционным, мы старались заложить. Так, близ ущелья Та-Шаир появилась чешме, место стало узнаваемым и посещаемым. Хотя у популярности родника была и обратная сторона. Установленную на чешме табличку с надписью постоянно разбивают вандалы. Yazılar için Kenne'de Hansaray'da arşivlerden şu kitapta Arap grafikanen bu çeşme oldu Bahriyat, Kel Muhammed Eşkine hiçbir abhayat. Bir adam, Azerbaycan adam, skulptörüydü. Ona teklif ettim, yazma bu yazılı yaptı. Ama biz bunda gelgende onu ortasına koyaydık, ketkende alaydık. Bunun ortasında yazdı boyangen. Buraya yetmedi, hırp aldılar. Ayda dedim, böyle yapayım. Sağ tarafta Rusça yazayım, Kirilitsanen, sol tarafta Kerçek yazılı. Öyle de yapaydık. Birkaç kere gelip doğrultaydık çünkü gelip hıraydılar. Bana şunu da görseniz üstündeki taşlar sındırdılar. Айваз Усманов следит за чистотой и сохранностью чешме. В его планах восстановить надписи и сделать реконструкцию. Источник использовался людьми даже в древние времена. Неподалеку расположен памятник – стоянка древнего человека. В статье 1935 года археолога Евгения Веймарна описаны исследования, в ходе которых в низовье ущелья Та-Шаир были найдены остатки керамического крымско-татарского водопровода, питавшегося водой нижнего родника. Все 3 источника ущелья Та-Шаир ныне не пересыхают и не замерзающие. Вода в сыром виде пригодна к употреблению, поэтому за ней приезжают даже из других районов Крыма.